Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники». И здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Правильно информироваться, подвергать все сомнению, критически мыслить, получать информацию из разных источников, анализировать, чтобы подвести себя к правильным выводам, ну а затем и к верным решениям. Кажется, друзья, это применимо как требование к любому гражданину в любом демократическом обществе. Ну и, конечно, для того, чтобы общество жило по демократическим принципам, надо, чтобы в нем действовали и писались качественно законы. Ну а затем надо, чтобы граждане и все структуры власти соблюдали эти законы. Но вот сегодня мы с Еленой Карамид решили поговорить об этом. Нам показалось, что это очень важно, чтобы мы понимали, что такое права, обязанности, что такое свобода слова и насколько качественно работают в нашей стране законы. Поэтому мы пригласили в студию человека, который эксперт в этой области. Мы через несколько секунд начнем, друзья. Ну а вам рекомендуем по-прежнему ставить лайки, если эти дискуссии вам интересны. Подпишитесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Ну и если дискуссия показалась интересной, предложите посмотреть своим друзьям. Мы задумываем здесь обсуждение только для того, чтобы объединить молдавское гагаузское сообщество. Это очень важно. И нам кажется, что это понимают уже очень многие граждане. Поэтому давайте объединяться вокруг дискуссии, чтобы понимать, что происходит в стране, как, почему и какие нам, гражданам, нужно принимать решения. Мы здесь, и вы присоединяйтесь. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии доктор права, преподаватель Камрадского государственного университета Игорь Янак. Игорь Янак, доктор права, преподаватель Камрадского государственного университета. С 2007 года по настоящее время преподаватель кафедры публичного права Камрадского государственного университета. С 2013 по 2014 годы исполняющий обязанности заведующего кафедрой частного права КГУ. С 2017 по 2019 годы исполняющий обязанности декана юридического факультета Камрадского госуниверситета. С 2024 года председатель общественной организации «Выбор и альтернатива для Гагаузии». Образование. С 2008 по 2013 годы докторантура в Институте истории, государства и права, Академия наук Молдовы. С 2002 по 2007 год и с 2007 по 2008 год лицензиат и магистр права в Камрадском государственном университете. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо за приглашение. Мы давно намеревались Игоря пригласить. Вот удалось сейчас. И да, спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо. Вы уже около 20 лет преподаете в Камрадском государственном университете. Это единственное высшее учебное заведение на территории нашей автономии и, наверное, так кажется, что должен быть авангардом всех передовых идей. Но, к сожалению, замечаю, что педагоги, преподаватели университета не очень активны в общественной жизни региона. Наверное, тот потенциал, та академическая подготовка, которая есть у педагогов, предполагает, что они интересуются теми процессами и социальными, и политическими, и экономическими, которые происходят в регионе и в стране, анализируют, формируют собственное мнение и могут воздействовать, не то что воздействовать, могут помогать формировать жителям нашего региона тоже свое представление о том или ином событии, происходящем в регионе. К сожалению, только несколько педагогов университета активно выражают свое мнение. Почему так происходит? Да, на самом деле Камрадский государственный университет является и центром культуры, и образования, и, естественно, науки. Что касается прагматических основ, то есть практических основ, понятное дело, что в основном педагоги, преподаватели Камрадского госуниверситета акцентируют внимание на теоретическую часть, но вот что касается практической части, что касается апробации на практике определенных знаний, в этом плане есть соответствующие проблемы, есть вопросы, и, как уже было подмечено, отсутствует тесная взаимосвязь между университетом и гражданским обществом. Да, на самом деле не только преподаватели, но и студенты проявляют пассивность в этом плане, и это очень плохо.
Потому что, и это очень заметно. Да, потому что Камрадский госуниверситет – это не просто кузница кадров для Гагаузии и для Юга, это еще и своеобразный центр принятия определенных правильных решений. Потому что любое решение, даже политическое решение, должно опираться на научные достижения. И в том числе должно опираться принятие любого, как вы говорите, политического решения. Хорошо, когда в обществе есть какой-то такой, какая-то такая активность, неважно, студенческая, молодежная, либо научная от преподавателей, как говорит Елена Федоровна. Вот для придания легитимности в обязательном порядке должно участвовать большинство населения в этом процессе. А почему в плане нет обсуждения, такого участия, как вы думаете? Ну, наверное, мы где-то плохо понимаем суть определенных процессов, да, и считаем, что процесс принятия решений – это сугубо прерогатива соответствующих органов публичной власти. У нас отсутствует, к большому сожалению, взаимодействие между общественным мнением и процессом принятия решений. У нас отсутствует и взаимодействие между личностью, обществом и государством. Каждый рассматривается как отдельный субъект. Общество – это нечто абстрактное, государство – это нечто абстрактное. И вот что касается личного суверенитета, многие действуют по принципу «моя рубашка ближе к телу, моя хата с краю». Да, и, к большому сожалению, имеем то, что мы имеем. Но мы живем в этом сообществе, и менять его можем мы, жители этого сообщества. И именно потому, что преподаватели имеют научный какие-то подход к анализу ситуации. Именно с этой точки зрения я высказывала свою мысль. То есть могут проанализировать с научной точки зрения, почему так происходит, первопричины найти, высказать свое мнение аргументированно. И это мнение может послужить примером для того, чтобы, или ориентиром, да, для того, чтобы и люди, гражданское общество, о котором вы говорите, тоже подходило к процессам, происходящим в регионе, более осознанно, более взвешенно, учитывая те или иные аргументы, которые высказаны преподавателями университета. А есть ли такая площадка, где на базе университета педагоги могут выражать собственное мнение, кроме социальных сетей, вот на базе университета? Конечно же, проводятся соответствующие конференции, научно-практические. Они научно-практические, да. А вот что касается обсуждения определенных вопросов, допустим, которые связаны с АТО Гагаузии, с общественно-политической жизнью. С общественно-политической жизнью и так далее, в этом плане вот принято считать, что преподаватели должны быть аполитичными, да? Научные сотрудники должны быть аполитичными. Хотя все имеем мы прямое отношение и к экономической, и социальной жизни, и политической жизни, и должны активно участвовать во всех сферах. И вот что касается конкретно, допустим, там, юридического факультета. Конституционный суд Республики Молдова, когда формирует соответствующее решение, опирается и на мнение правительства, и на мнение депутатов парламента, в том числе опирается на мнение профессуры с Кишиневского или Молдавского государственного университета. То есть, я еще раз повторюсь, если будут опираться на сегодняшний день на определенные достижения научные, те же самые органы публичной власти, те же самые преподаватели будут активно участвовать в обсуждении, да, тех или иных вопросов, ситуация немножечко поменяется. Знаете, вот такая мысль сейчас, слушая вас. Вы говорите, принято считать, что преподаватели университетов, доктора наук, они должны быть аполитичными. Я бы добавила, принято считать в обществе, что все должны быть аполитичными. Тогда надо понимать четко, и к вам вопрос сейчас как юристу, который хорошо знает законодательство и как оно работает в гражданском, в государстве. Ведь если мы все аполитичны, но все решения, которые принимаются для улучшения жизни граждан государства, для развития государства, они-то принимаются в разных сферах разных политик, по здравоохранению, в социальной сфере, в образовании. Так в университете же, как нигде, есть специалисты во всех этих, то есть не нужно заниматься политикой, я еще могу понять и принять, но не высказываться по тем событиям, которые имеют общественный резонанс и относятся к образовательной системе, к здравоохранению или к политологической какой-то сфере. Мне кажется, что это лишает Гагаузии очень многого, потому что нет тех голосов, я от мысли Елены Федоровны исхожу, нет тех голосов, которые могли бы авторитетом своих научных степеней, своего большого труда
и то, что все-таки педагогов, профессоров, докторов наук в университете знают очень многие люди. То есть это практически, считайте, 20 лет подряд или там 30 лет подряд уже, да, выпускаются студенты, которые знают. И мнение этих людей могли бы действительно стать ориентиром. Но почему-то молчит сообщество университета, преподавательское, профессорское. Почему? Скорее всего, истинная причина в следующем. Очень многие недопонимают, в чем смысл такого термина, как политика. Если мы откроем любую литературу научную, политика — это всего лишь искусство управления делами государства. Все мы активно участвуем и в социальной жизни, и в экономической жизни, да, и в политической жизни. Есть такие понятия, как правовая политика, есть понятие экономическая политика. Вот я, как педагог, участвую в образовательной политике. Все мы прямо или косвенно участвуем в налоговой политике мы все участвуем. В налоговой политике мы все являемся субъектами. То есть в любом случае мы имеем отношение к политической жизни. И любой закон — это политика, правовой продукт. Поэтому те люди, которые говорят, что мы не будем заниматься политикой, или не надо заниматься политикой, или не будем обсуждать политику, они где-то, скорее всего, добросовестно заблуждаются. Я так полагаю. И те же самые педагоги, которые говорят о том, что я не хочу делать политические заявления, если экономист не будет обсуждать экономические вопросы, юрист не будет обсуждать юридические вопросы, специалисты в области публичного управления, допустим, не будут обсуждать политические некоторые вопросы, кто должен обсуждать? Агрономы должны обсуждать юридические вопросы, экономисты должны заниматься аграрными вопросами. Игорь, но у нас так получается. У нас так получается. Почему? Потому что в законодательном органе сидят депутаты Народного собрания, работают. Простите, господа депутаты, работают депутаты Народного собрания Гагаузии, которые принимают законы. Но если они не слышат голосов из общества, подкрепленных разными, повторюсь, авторитетами в тех или иных областях людей, а они принимают, какие законы хотят. Никто им не говорит, что подождите, господа, вы не учли вот это, и мы вам говорим как научное сообщество. Вы вот это должны учесть, а вот здесь вы это должны учесть. Вы не можете это принять. Никто им не говорит, нашим депутатам, что вы можете, что вы не можете. Честно признаться, я участвовал в обсуждении определенных поправок в законопроект. Да, когда говорим никто, тут надо извиниться. Есть Виталий Иванович Кюркчу, который и вы, и есть еще несколько по поводу конкурса на должность прокурора Гагаузии, так звучало в этом положении. Я, если честно, может быть, это было и в качестве замечаний, но больше в степени предложений. Рекомендаций. Да, рекомендации. Я предложил Георгию Георгиевичу хотя бы разобраться в понятийном аппарате, потому что в законе о прокуратуре используется одно понятие, что касается должности главного прокурора АТО Гагаузии, а в наших местных законах используется совсем другое понятие. И даже в этом плане мы могли отменить соответствующий конкурс. Я не исключаю, что из-за противоречий вот этих законов могли возникать определенные непонятные ситуации. И, честно признаться, так получилось, что те же самые депутаты не успели внести соответствующие изменения, потому что Конституционный суд Республики Молдова признал неконституционным. И научное сообщество даже по сегодняшний день иногда говорит о тех или иных проблемах. Вот, допустим, что касается изменений в Конституции, эти изменения были внесены в ноябре месяце еще в 2016 году. Я думаю, что некоторые юристы, в том числе в Народном собрании, в том числе депутаты и бывшие прокуроры, они знали, что есть такие изменения. Молчали? Они 100% знали, что есть такие изменения. Они просто молчали. Почему? И потом в конце сделали вид, что мы не знали, нас не пригласили и так далее. Но сделать это игра какая-то определенная получается на публику. К сожалению, да. К сожалению, это, скорее всего, игра слов всего лишь. Да, а в сухом остатке есть решение, которое должно вступить в силу, и оно вступило, да? Да, в сухом остатке мы имеем то, что соответствующее положение признано неконституционным, а решение Конституционного суда обжалованию не подлежат. А можно попросить вас, как юриста, очень просто сейчас для наших зрителей объяснить, вот что было до сих пор и что сейчас? Как будет избираться прокурор, избираться прокурор Гагаузии? Прокурор Гагаузии до 2016 года избирался и назначался следующим образом. Народное собрание Гагаузии организовывало конкурс. По предложению Народного собрания Гагаузии соответствующий кандидат представлялся в Высший совет прокуратуры, и Высший совет прокуратуры уже предлагал генеральному прокурору назначить прокурора Гагаузии. Генеральному прокурору Молдовы. Да. В 2016 году, если до этого в Конституции было указано, что
назначаются, освобождаются от занимаемой должности в соответствии со специальным законом, то есть законом Республики Молдова о прокуратуре, то в 2016 году конкретно расписали, что генеральный прокурор назначается по представлению Высшего совета прокуратуры президентом, все нижестоящие прокуроры назначаются генеральным прокурором по представлению Высшего совета прокуроров, в том числе прокурор Гагаузии. А кто у нас был в 2016 году в большинстве в парламенте? Ну, не будем называть название партии, не будем называть фамилии. Я думаю, что... Ну, это же история нашей страны. С 2016 года и Партия социалистов? В том числе и демократы, и социалисты. Социалисты и демократы. Да, те люди, которые сейчас делают вид, что возмущаются, они не исключено, что прямо участвовали в процессе принятия такого решения. А в 2016 году у нас президентом был кто, что промульгировался этот закон? Игорь Дадон? Да. Игорь Николаевич Дадон промульгировал этот закон, согласно которого... И сегодня просто наступили последствия этого закона. Совершенно правильно. Вот это все было заложено еще в 2016 году. И многие другие вещи были заложены чуть раньше, а сейчас мы пожинаем соответствующие плоды. В том числе вот этот скандал, связанный с амнистией якобы и освобождением от ответственности особо опасных преступников. В 2008 году внесли изменения в Уголовный кодекс. И за такие преступления, как бандитизм, создание преступной организации, до 2008 года предусматривалась ответственность пожизненное заключение максимальное, а с 2008 года, когда были внесены изменения, предусматривается ответственность до 15 лет. Если меняется верхняя планка, то даже если лицо отбывает соответствующее наказание, вот эта планка снижается. По закону. Да, и были заложены вот эти все основы, они были заложены еще в 2008 году. В 2008? Да, еще в 2008 году. Партия коммунистов была у власти. Я просто сразу перевожу на то, чтобы люди понимали, какие партии, я думаю, можно открыть интернет большинство. И посмотреть, там есть и название партии, есть и фамилии, имена и так далее. Люди искать не будут, если мы здесь будем называть. Но если будем называть вещи своими именами, да, это была партия коммунистов. Но почему-то именно сейчас, в это время, стало необходимым пролить свет на эти события для того, чтобы... Потому что выпустили людей. Вот для этого и нужны специалисты в соответствующих областях, которые видят некоторые скрытые моменты. В юриспруденции называется заложить бомбочку, да, своеобразную, которая будет срабатывать через пару лет. Вот не специалист, он, естественно, между строк не сможет прочитать и не сможет дать соответствующий прогноз. А вот специалисты, они могут прогнозировать соответствующие последствия. В 2000 году, когда меняли Конституцию, порядок избрания президента, многие конституционалисты объяснили тогда коммунистам, что, уважаемые, вы не сможете через 8 лет избирать президента, у вас не будет всегда большинства. Придет отрезвление, люди будут голосовать по-разному. Депутаты парламента тогда сказали: уважаемые профессора, это не ваше дело, как мы будем организовывать выборы и сколько нам необходимо голосов и так далее. Мы разберемся. Они прогнозировали соответствующие последствия в 2012 году, но последствия наступили чуть раньше. Вот специалисты, они могут прогнозировать. Есть такая функция, есть такой инструмент, могут прогнозировать соответствующие последствия. Наверное, именно поэтому и в законодательстве нашем автономии, и наверняка и в законодательстве Республики Молдова заложена такая опция, что новый законопроект должен, или его можно представить на экспертизу специалистам, для того, чтобы они оценили вот эти риски, о которых вы говорите. И представить обществу для обсуждения. Но, скорее всего, эта опция, она имеется, но не всегда ею пользуются парламентарии. Вся проблема в том, что, допустим, что касается парламента Республики Молдова, там, да, они опираются на научные достижения, и там есть и профессора и так далее. А вот что касается Народного собрания Гагаузии, такой своеобразный... есть эта опция в регламенте, что можно представить на экспертизу. Но в Народном собрании сейчас особенно такой собственнический подход. Да, мы там принимаем, мы знаем, мы и так далее. А было бы неплохо, естественно, чтобы привлекли процесс обсуждения, хотя бы обсуждение. Но тут двойное движение. Да, соглашусь. То есть с одной стороны, когда Народное собрание предлагает какую-то законодательную инициативу,
оно выносит всегда. Чаще всего, я тут должна сказать, что как минимум с 2017 года, как только был принят закон о прозрачности принятия решений в Народном собрании Гагаузии, то обсуждения публичные любой законодательной инициативы, они уже проводятся. Другое дело, насколько активно та часть общества, и мы тут говорим и о научном сообществе, которое должно приходить со своими решениями, со своей аргументацией, и тогда это будут качественные законы. Получается, что депутаты приняли... Знаете, мне один из очень серьезных людей, который, как мне кажется, очень много хороших рекомендаций дает депутатам, по его словам, но я в это верю, за какими-то закрытыми дверьми консультирует, рекомендует им что-то, но он не считает нужным появляться на публике, говорит, да мне это не надо, главное, чтобы они меня услышали. На мой вопрос, они вас слышат? Он говорит, да практически никогда. И это заставляет меня не делать никаких публичных рекомендаций для них. То есть получается, что есть какая-то самоцензура у тех людей, которые люди науки, которые понимают в этом, допустим, принимают какой-то экономический закон для развития экономики. Конечно, тут экономисты Камрадского госуниверситета должны были бы принимать участие. Принимался закон там о радио и телевидении, либо аграрный какой-то для аграрного сектора закон. Цензура тех, которые не хотят спорить и ссориться. Потому что мы живем в маленьком регионе, как говорит тот специалист. Зачем мне надо, чтобы потом депутаты все считали, что я виновен в том, что я это предложил? До чего вообще мы можем докатиться, если у депутатов в законодательном органе, в Народном собрании Гагаузии не хватает не то что компетенции, не хватает знаний для правильного формирования законодательных инициатив и законов, а сообщество, которое в этом понимает, знает, не хочет участвовать, потому что, как вы сказали, я аполитичный. Вот такой предлог находят очень многие. Но есть еще одна составляющая. До чего докатимся, вот этот вопрос, Лена Федоровна, если можно? Да, пожалуйста. Потом да, вот что касается последствий, последствия могут быть и на 5 лет вперед, и на 10 лет вперед. Что касается ущерба, если оценить прямой ущерб, это могут быть десятки миллионов. Что касается косвенного ущерба, это могут быть миллиарды. Но никто с этими ущербами... И мы уже ощущаем соответствующие плоды, мы уже ощущаем соответствующие последствия. И, к большому сожалению, никто не дает адекватную оценку. А в чем вы видите эти последствия? Ощущаем, говорите, последствия. Пример, какие последствия ощутим? Вот что касается бюджетного процесса, да? Если образуется дыра, допустим, на 60 миллионов лей, вот сейчас есть такая угроза. Да, на днях появилась такая угроза. То поверьте мне, что это будет очень-очень существенно. Где-то, скорее всего, где-то будут закрываться проекты, не то, что будут урезать, просто будут закрывать проекты. А как это будет работать? Раскройте, пожалуйста. Мы с Леной Федоровной намеревались говорить об этом тоже. Интертабак, как называется это? Коротко расскажите вот в двух-трех словах, в чем проблема. Да, вот судебная инстанция, первая инстанция удовлетворила исковые требования Интертабак, то есть что касается коммерческой организации. И эти требования были предъявлены к Народному собранию Гагаузии, так как Народное собрание Гагаузии до этого отменило соответствующие постановления, связанные с предоставлением льготного периода, льготных возможностей, так скажем, в рамках налоговой политики. И получается, Народное собрание Гагаузии, если это решение вступит в законную силу, они говорят, что обжалуют это решение, но если вступит в законную силу, если в конечном итоге вот эта сумма будет фигурировать в исполнительных документах, то понятное дело, что судебный исполнитель просто арестовывает счета, да, и пока не будут изъяты эти 60 миллионов. 60 миллионов лей, и образовывается дыра в бюджете Гагаузии. И потом депутаты Народного собрания Гагаузии либо находят новые возможности, находят новые финансовые ресурсы, но вся проблема в том, что бюджет планируется на год, не на неделю и не на месяц. И у нас и так есть проблемы с бюджетом. И просто так найти откуда-то 60 миллионов лей, я думаю, что это будет очень серьезная проблема. И в таком случае просто-напросто, вот как говорят некоторые специалисты, будет коллапс. Не просто беда, коллапс. Да. Ну, скажите, чья вина здесь больше? Вам, как юристу, вам виднее же, чья вина, с чего это началось, чьей вины, с чьей ошибки? Если проанализировать в хронологическом порядке все вот эти события, с самого начала активно в этом участвовали органы публичной власти АТО Гагаузии. Исполком. Исполнительный комитет и Народное собрание в том числе. Кто был башканом на момент начала этой истории? Михаил Фармузал. Да. Михаил Макарович Фармузал был, естественно, башканом.
И дальше то, что они смогли договориться, не смогли договориться, это один момент. Но то, что не проанализировали, какие могут быть правовые последствия, какие могут быть экономические последствия, и не проанализировали возможности этого предприятия, вот это, естественно, мне непонятно. У нас есть целое управление там экономики, да? Вы имеете в виду при Народном собрании Гагаузии или при исполкоме? При исполнительном комитете вот, управления экономики. Насколько я понимаю, при Формузале это разрешение было инициировано и дано, соответственно, решением Народного собрания Гагаузии, да, и Интертабак получала эти льготы по налогам. Да, в течение 2 лет они осуществляли соответствующую деятельность, а потом получилось так, что налоговые органы Республики Молдова выявили определенные нарушения в рамках, так скажем, финансовой дисциплины. Начались судебные тяжбы и так далее. Потом, я не знаю, в Народном собрании, кто был инициатором, чтобы отменить соответствующие льготы. И учитывая тот факт, что был составлен соответствующий инвестиционный контракт, скорее всего, обговаривались какие-то обязательства, обговаривались соответствующие последствия при расторжении договора. Потому что в договоре имеются как права, как обязанности, так и предусматривает договор специальный раздел, связанный с ответственностью. И экономисты, и юристы должны были прогнозировать, должны были проанализировать, и принято считать, что во всех ситуациях, что касается инвестиционных проектов, надо учитывать и риски. А как вы думаете, ошибки больше в том, на ваш взгляд, на взгляд юриста, в том, что неправомерно применили эти льготы по налогам, когда давали разрешение на доступ к этим льготам, либо тогда, когда приостановили действие документа, который позволял дальше получать эти льготы? Вот что касается предоставления льгот, что касается инвестиционного контракта, что касается инвестиционной деятельности, это вполне нормальное явление. И законодательство допускает. Много предприятий пользуются такими льготами или пользовалось? Ну, анализ нужен, наверное. Что касается инвестиционного климата, инвестиционной деятельности в ВТО Гагаузии, я не готов сейчас дать полностью оценку. Но это вполне нормальное явление, когда вовлекаются, кроме бюджетных финансовых ресурсов, еще и определенные инвестиционные ресурсы. Вот что касается отмены, де-факто, может быть, и были какие-то вопросы де-факто, но де-юре они не смогли это сформулировать как надо. Да, де-юре не смогли. И вина во многом, вина во многом в том, что даже если они хотели расторгнуть этот договор, они должны были обсудить соответствующие последствия. И я больше чем уверен, что многие депутаты знали и знают ситуацию чуть лучше. И я не исключаю тот факт, что некоторые депутаты, да, устроили определенную игру. И доигрались. Это депутаты этого созыва? В том числе. А в чем игра? Депутаты этого созыва, здесь есть депутаты, которые несколько созывов уже сидят. Там есть много депутатов, которые уже 20 лет. Да, есть фамилии, которые тогда фигурировали, так скажем, в том Народном собрании. Поэтому, когда мы говорим о депутатах, это те депутаты, которые и тогда были в Народном собрании, и сейчас они в Народном собрании. И людям, если честно, вот, может быть, и непонятна позиция, но мне понятна та позиция, что все-таки Народное собрание Гагаузии, и тогда, и сейчас смогли бы договориться, если бы проанализировали бы конкретно ситуацию. Ну, интересно получается, то есть не смогли договориться, сейчас звучит из ваших уст, а на кону стоят 60 миллионов лей из бюджета Гагаузии. И это огромное количество проектов, которые могут быть свернуты, как говорите вы. То есть у нас, возможно, будет, как это тогда делала когда-то, пару лет назад Ирина Влах. Когда поняли, что у них в бюджете нет на что-то денег, они свернули программу питания детей, они свернули программу, не питание детей, а освещенное село, свернули программу... Питание детей тоже, этот проект тоже был, да, и свернули программу по КАП-инвестициям, свернули программы по расширению сферы применения гагаузского языка, фонд сократили. То есть получается, что если это решение будет окончательным, сейчас это решение первой инстанции по 60 миллионов, а если оно будет окончательным, то жители автономии должны смириться с тем, что депутаты и исполнительный орган, разные исполнительные органы автономии, при Башкане Формузале, при Башкане Ирине Влах, принимали такие решения, что мы потеряли 60 миллионов леев.
Да. Налоги? С учетом того, что ответчиком является Народное собрание, а не налоговый орган Республики Молдова и не так Хорошо скажем, поработали на 60 миллионов леев? В данном случае я считаю, что это не просто ошибка, это в самом лучшем случае можно рассматривать как преступное бездействие. А может, за этим стоит самая настоящая коррупция, которая действительно со всех сторон охватывает не только власти в автономии, но и в Кишиневе, и коррупция, в общем-то, стала самым используемым, часто проговариваемым словом в нашей стране, и мы знаем, что коррупционные схемы ломают и мешают развитию нашей страны. Я не исключаю, что определенные кривые решения принимаются, да, благодаря коррупциогенному поведению. Я это не исключаю. Но в данном случае я, допустим, не готов дать оценку, вот, что касается коррупциогенности, да, поведения. А вот то, что депутаты Народного собрания Гагаузии вот в то время, сейчас не проанализировали ситуацию и в конечном итоге имеем соответствующие последствия, вот в этом плане, конечно же, есть определенные замечания. Маленькая такая, не проанализировали, как хорошо вы подвели к этому, да, действительно хорошо. И мне кажется, что вот анализировать-то опять, если обобщить эту тему и пойдем дальше по другим нашим вопросам, получается, что вот в Камрадском государственном университете руководство, либо какой-то, не знаю, ученый совет, или рассматриваются такие вопросы, чтобы на самом деле профессора, доктора наук, преподаватели были авангардом в даче каких-то таких рекомендаций или в участии в обсуждении таких вопросов, вот таких, как мы сейчас обсуждаем. Потому что больше всего юристов сосредоточено в Камрадском государственном университете. И если юристы Камрадского государственного университета не реагируют на какие-то такие вещи, то больше нет. Куда Гагаузии ждать какой-то такой профессиональной, подкованной достаточно позиции? Обсуждаете ли вы в университете это в своем педагогическом сообществе? Честно признаться, как бы в свое время я предлагал такую идею, чтобы все законопроекты обсуждались, допустим, в рамках юридического факультета можно создать комиссию специализированную. Да и вместе со студентами, чтобы они тоже обретали определенный навык. Да, в рамках научного семинара, в рамках круглых столов, допустим, можно было бы обсуждать соответствующие идеи, можно было бы обсуждать практику других государств. И в конечном итоге могли бы дать соответствующее научно обоснованное заключение. Очень хорошая идея. Да. Она реализуема, как вы думаете? На сегодняшний день нет. А чего не хватает? Вот для этого, казалось бы, ничего не нужно. Студенты есть, юристы есть, профессора есть университет. Самое стержневое место в жизни гагаузской автономии, потому что там сконцентрирована, как Лена Федоровна сказала, молодежь и вообще авангард гагаузской автономии. Я приведу такой пример из зарубежного опыта. В свое время президент Польши, не приглашал к себе профессора для консультации, а сам приезжал к профессору в университет и консультировался. Вы хотите сказать об отношении власти? Само отношение, да. К большому сожалению, я так думаю, что у Народного собрания такой остаточный принцип или подход к университету. И, честно признаться, если бы университет на самом деле был бы центром принятия решений, то кривых последствий было бы намного меньше. Вы знаете, мы говорили с вами о том, что университет – это преподаватели и это молодежь, но все-таки молодежь учится у своих преподавателей выражать свою позицию, отстаивать свою позицию. Вы говорили уже о том, что и молодежь не особо активна в университете. Вот сейчас вы участвуете в проекте, который организовала одну из неправительственных организаций. Этот проект называется «Симулирование Народного собрания Гагаузии». Это такая возможность для молодежи, и университетской молодежи, и не только, участвовать в этом проекте и пробовать свои силы, пробовать себя в роли депутата Народного собрания Гагаузии. В чем вы видите положительные аспекты этого проекта? Это первое. А вот и кадры. Да, и кадры. И второе, молодежи университетской в этом проекте тоже практически нет. Почему? Честно признаться, вот этот проект, да, я так думаю, должен был быть осуществлен совместно с университетом. У нас есть юридический факультет, в том числе есть специальность публичного управления. Мы готовим будущих политиков. Основная цель этого проекта в том числе и подготовка соответствующих кадров, да? Безусловно. Да, это не просто там курсы, не просто знания теоретические, но и в дальнейшем, да, мы должны объяснить, что все-таки для депутата, допустим, эта должность не просто сиюминутная слабость, а это профессия.
Вот как есть профессия врач, да, педагог, полицейский, точно так же есть и профессия там, политик, депутат, министр и тому подобное. И вот в данном случае было бы неплохо, чтобы студенты юридического факультета, особенно по специализации публичного управления, были вовлечены. А почему они вовлечены? Им кто-то запретил? Проект, может быть, работал по... Да, честно признаться, я не знаю, вот координатор, руководитель этого проекта общался с представителями юридического факультета или с руководством университета? Ну, чуть раскрою здесь. Любая неправительственная организация, когда организовывает какой-то свой проект, приглашает экспертов, мы так понимаем, что и вы были приглашены в качестве эксперта, и молодежь приглашается для того, чтобы через онлайн-регистрацию... По объявлению. Конечно. Онлайн-регистрацию зарегистрироваться и принять участие. То есть этот проект, насколько мы понимаем, для того, чтобы молодые люди попробовали себя, как Лена Федоровна сказала, представить себе, что они, депутаты Народного собрания Гагаузии, что их ждет, что они должны делать. Это, на мой взгляд, очень хороший проект. Другое дело, что онлайн-регистрация тоже у ребят была, у организаторов этого мероприятия. Вопрос, Лена Федоровна, что студентов Камрадского госуниверситета как-то это не очень увлекло. И тут может проблема... быть, не информировали, может быть, преподаватели не объяснили. Возможно, да? В конкретном может случае. Быть такое. Но я думаю, что где-то должен быть своеобразный добровольно-принудительный порядок. То есть они вот в рамках этого, да, проекта может быть, это могут быть инициативы чисто ваших студентов? Такие, без рамок всякого проекта. И коль вы готовите этих самых специалистов, как вы говорите, это могут быть это и их личные инициативы. Практика. Солидарен полностью, но дело в том, что студенты сами по себе проявляют определенную пассивность, а педагоги, допустим, руководство могли подсказать, что здесь вы можете получить соответствующие практические навыки, и вот здесь вы сможете получить именно те, так скажем, знания, которые вам нужны будут в дальнейшем как для политиков. Игорь, я знаю, что, или уверена почти, что вы изучаете и следите за тем, как развивается гражданское общество разных стран, и полагаю, что вы знаете, что во многих странах, особенно сейчас, в 21 веке, молодежь очень активна, потому что молодежь больше понимает, что нужно сегодняшнему времени. Они больше хотят, в силу того, что они молодые, в них много сил, энергии, они ищут, куда эту энергию, как ее применить, как завести какие-то моторчики внутри разного гражданского общества. Возвращаемся и завершим эту часть нашей беседы по университету. Почему студенческая молодежь Камрадского госуниверситета не заводит вот эту работу, чтобы она была видна, что в Гагаузии молодежь университетская, она очень активная. Она реагирует на все принятия решений, реагирует на все вопросы, она выходит с инициативами, она требует от депутатов, она требует от башканов. Почему нет вот такой молодежи? У нас есть молодежный студенческий совет. Активности, не молодежи, такой активный молодежный студенческий совет. Но вот что касается активности, да, в этом плане проявляют определенную пассивность. И они считают, что они должны участвовать только в рамках университетской жизни. А, почему? А кто нас отсек от всего? Как мы может отсекли быть, сами? Может быть, какой-то страх, может быть, думают о том, что их мнение не играет роли. Если честно признаться, были моменты, у нас в Гагаузии проводятся каждый год выборы. У нас, да. Да, были моменты, когда студентам говорили, что вот вы как бы можете участвовать, да, в рамках избирательного права, избирательного процесса, то есть можете избирать. Но вот что касается определенных акций, что касается определенных собраний, митингов, то в этом плане нежелательно, чтобы вы участвовали. Но я хочу разъяснить и мою позицию, и уж точно даже не мою, а нашу с Леной Федоровной. Мы имеем в виду и предлагаем, и обсуждаем здесь не молодежь, которая активна в политической работе. Мы не говорим о молодежи, которая должна инициировать поддержку каких-то политиков. Нет. И поддержку политических партий тоже нет. Это действительно дело гражданина. Мы говорим о молодежи, которая должна быть активна в продвижении каких-то идей для общественных благ. И большей активности, чем Гагаузия может ожидать от молодежи и от профессоров, докторов, ожидать не от кого. Потому что вот это главная часть общества, которая есть сегодня в Камрадском госуниверситете. Это самое ценное, что есть у Гагаузии. Это молодежь. Вы знаете, я не изучала, а наткнулась на статистику, которую приводили в рамках одного журналистского материала. Там было написано, что в Гагаузии на 47% меньше стало молодежи за последние 10 лет. То есть получается, что у нас молодежь получает образование. О качестве образования сегодня вообще не говорим.
мы говорим о том, что молодежь уезжает, и она уезжает не только из страны, как говорят многие политики, когда приезжают в автономию проводить какие-то свои политические акции, они говорят против какой-то власти, даже не важно какой, всегда винят правящую власть, кто бы ни был у власти. Но последние 10 лет разные партии были у власти, и в Гагаузии были разные башканы. Но 47% молодежи за 10 лет стало меньше. И что удивительно, я заметила, наши гости говорят о том, что после университета, если даже не уезжают за рубеж, они предпочитают Кишинев, да. но не Камрад. Но тоже удивительно, потому что мы часто говорим здесь в Гагаузии язык общения, русский, в Кишиневе нам сложно, мы не знаем государственный язык, у нас там есть определенные проблемы, но наши гости и уже не в одной передаче говорят о том, что там в Кишиневе им легче. К сожалению, виноваты мы все по чуть-чуть, потому что мы, как родители, иногда нашим детям говорим, что здесь перспективы нет. Ищите себе лучшую жизнь в России, в Европе, в Америке и так далее. В этом есть маленькая проблема. Мы не осознаем и не понимаем, что даже элементарно то, что мы вкладываем, да, и в плане здоровья, и в плане финансовых ресурсов, это очень серьезное вложение, и мы готовим хороших специалистов, готовых специалистов для других стран. Это общенациональная проблема, и я думаю, что должен быть определенный месседж у органов публичной власти, высшей власти, в том плане, что Республика Молдова на самом деле является родиной для всех ее граждан. И самое главное, очень многие люди должны осознавать и понимать, что нам Господь Бог дал самую лучшую землю. У нас есть все времена года по сравнению с некоторыми странами. Самая плодородная почва. У нас есть и виноград, и яблоко, и хлеб, все есть. И вот мы, к большому сожалению, вот эти вещи не рассказываем, мы рассказываем про красивую жизнь за рубежом, а вот то, что у нас есть, мы про это не говорим, и, к большому сожалению, сами виноваты в том, что агитируем их в том плане, чтобы они эмигрировали. Вы знаете, вы говорите о том, что месседжи должно давать руководство страны. Я помню месседж Ирины Влах, что возвращайтесь, там, молодежь тоже возвращайтесь, мы будем поддерживать. Но вот этот месседж Ирины Влах остался просто месседжем. И еще одно, вот мне подумалось о том, что... Вы говорите о 40 тысячах леев поддержки. 40 тысяч леев поддержки, возвращайтесь, вы получите эту поддержку, но никто эту поддержку так и не увидел. Я не слышала, по крайней мере, что кто-то вернулся и получил такую поддержку. Это первое. И второе, мне кажется, что именно период Ирины Влах стал тем самым периодом, когда не только молодежь, но и преподаватели, но и учителя в школах, люди, занимающие какие-то должности, стали просто молчать, не выражать свою позицию. Но это мое мнение, я не знаю, как вы на это смотрите. То есть, если ты будешь высказывать свое мнение, ты будешь наказан. Что касается плюрализма мнений, да, в этом плане очень многие политики боятся этого принципа. И политики боятся плюрализма? Да. Они требуют плюрализма, как только они выходят из политического круга избранных должностей. Когда они участвуют в качестве там, конкурентов на выборах, они говорят и про лишение принципа неприкосновенности, и про свободу слова, и вспоминают про презумпцию невиновности. Но я говорю в целом, вот очень многие политики добросовестно заблуждаются, когда считают, что все должны думать одинаково. Всегда, даже вот если взять во внимание просто такую организацию, как семья, по разным вопросам всегда будет разное большинство. Не будет одинакового большинства по всем вопросам. Это нормально. Да, и вот что касается месседжа, месседж должен был быть немножечко в другом аспекте. Не надо уезжать. То, что они не будут возвращаться, это понятное дело. А вот что касается вот этого месседжа, чтобы не уезжали и чтобы элементарно проявляли уважение к тем своим родственникам, родным, которые здесь остались. Проявляли уважение к тем, которые уже похоронены. Дело в том, что мы все несем ответственность не только перед будущим поколением, но и перед прошлыми поколениями. Вот эту землю, гагаузскую, допустим, землю, да, мы получали не просто так. Никто не одаривал гагаузов землями. И если мы сами не будем защищать то, что мы заполучили, естественно, увы, придет время, к большому сожалению, если спрогнозировать ситуацию, придет время, когда будут покупать не просто дома, а будут покупать целые улицы по Гагаузии. Это будет
так скажем, не совсем хорошо. Но общий вывод такой этой части обсуждения можно подвести, наверное, к тому, что, на мой взгляд, очень нужно или, скажем, крайне необходимо гражданам нашей страны и каждому из нас нужно поверить в эту страну, в которой мы живем. И да, нужно критиковать настолько, насколько это возможно, и такими методами, какими возможны по закону, без оскорблений, унижений, придумываний, лжи, дезинформации и так далее. Нужно высказывать свою точку зрения и чувствовать себя свободным гражданином в демократической Молдове. Молдова все же демократическая страна, и здесь многие свободы соблюдаются. И слава Богу, что мы здесь можем говорить то, что думаем. И это может делать каждый гражданин. И мы видим, как не дорожат этой свободой слова и переходят рамки дозволенного, потому что свобода слова не означает покушаться на какое-то неприкосновение того, чего не должен касаться ни один человек. То есть мои права заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина. Свобода слова означает критика, соответствующая всем параметрам этой критики. И политиков, и граждан, и общества в целом. Но мне кажется, главный вывод вот этого любить свою страну и говорить больше о том, что нам есть чем дорожить в Молдове. Это и люди, и плодородные земли, и много-много. И если молодежь будет слышать от людей нашего возраста, у нас нормальная страна, у нас замечательная страна, у нас добросовестные работающие люди. А она такая и есть наша страна. Да, она такая и есть. Вот надо поверить в свою страну. Друзья, мы на вот этой вот ноте первую часть нашей дискуссии завершаем, перейдем ко второй. Ну а вторая, она, безусловно, люди говорят, что. И вот на секундочку, но все же, давайте исходить из того, что мы живем в замечательной стране. Надо каждому делать какие-то выводы для себя, и объединившись, Молдова может идти вперед. Молдова будет двигаться вперед. Наша молодежь в это тоже должна поверить, если мы, люди старшего поколения, им об этом будем говорить и будем подтверждать это своими действиями. И политики, и представители общественности. Ну а сейчас рубрика «Люди говорят, что?». Короткие вопросы и короткие ответы нашего гостя Игорь Янако в нашей студии, доктор права, преподаватель Камрадского государственного университета. Люди говорят, что... Люди говорят, что Башкан арестована незаконно. Люди говорят, но дело в том, что есть специальные компетентные органы, это суды, которые применяют соответствующую меру пресечения. И люди, если говорят о незаконности, есть адвокаты, которые могут обжаловать незаконные акты, и в том числе действия и бездействия. Поэтому мы сегодня исходим из тех правовых позиций, которые закреплены в соответствующих правовых документах. Мы можем говорить о законности или о незаконности, если это будет обозначено в соответствующем решении суда. Люди говорят, что нужно срочно сократить число депутатов НСГ и число представителей исполнительного комитета. С этой позиции я полностью солидарен. Что касается бюрократического аппарата в Гагаузии, да, за последние годы мы заметили, что слишком большой аппарат. Даже если будет в Народном собрании 15 депутатов, качество принимаемых решений не поменяется. Может быть, в лучшем плане будет, но в худшем 100% не будет. Что касается исполнительного комитета, можно создать просто одно управление счастья, да, и там уже пускай будут отделы образования, спорта, правопорядка и так далее. То есть чиновников много, вы хотите сказать? Да. Не знаю, как зрителям, но мне эта идея понравилась. С управлением счастья. Да. Люди говорят, что не боятся протоколов и не будут платить штрафы. Люди не то, что не боятся протоколов, люди не боятся соответствующих правовых последствий. И если эти протокола вступят в силу, если начнется исполнительное производство, в принудительном порядке будут исполняться соответствующие решения. И, к большому сожалению, будут взыскивать не только сумму штрафа, но и в том числе сумма, которая связана с исполнением этого решения. Ваша рекомендация как юриста? Если они считают, что эти протокола являются незаконными, они имеют право на обжалование, пускай обжалуют в суд, и там уже суд скажет, законно, незаконно. Если суд признает соответствующий протокол недействительным и аннулирует соответствующее решение, вот только тогда они не будут платить. Следующий вопрос. Люди говорят, что Гагаузия слаба как никогда. Если взять
материально-технические аспекты, да, в этом плане, слава Богу, пока все есть. Если брать во внимание духовную составляющую, то в этом плане есть очень серьезные проблемы. Вопросы еды, тепла, строительства и так далее, они одинаково решаются и в животноводстве. А вот что касается человека, человек это не просто разумное существо, а это существо, которое нуждается как в материальных благах, так и в духовном развитии. Гагаузия слаба или нет? В этом плане да. В духовном плане да. Люди говорят, что Гагаузии не нужна связь с Европейским Союзом. Люди говорят, что Гагаузии не нужна связь, но люди, которые проживают в Гагаузии, особенно по некоторым селам, сами активно участвуют в, так скажем, в трудовой деятельности в рамках Евросоюза и не просто работают, а работают на тяжелых работах, стараются заработать и обеспечивать свои семьи, которые находятся здесь, на территории Гагаузии. Люди, которые говорят, что не должна быть связь, они пускай в своих объявлениях, где указывают, что продается автомобиль либо квартира за евро, пускай указывают молдавский лей. Люди, которые говорят, что мы не должны иметь соответствующую связь, не должны кататься на Мерседесах, БМВ и так далее. То есть в условиях глобализации мы в любом случае будем иметь тесную взаимосвязь и с Европейским Союзом, и с другими странами. Поэтому вот, что касается дружбы со всеми народами, это базовый конституционный принцип, который закреплен в преамбуле Конституции, в том числе в уложении говорится о том, что Гагаузия строит демократическое общество и основывается на дружбе всех народов. Люди говорят, что протесты в автономии стали методом заработка. На самом деле, вот что касается задокументирования, в этом плане правоохранители у нас, к большому сожалению, не работают активно. А вот что касается информации, которая имеется, да, на самом деле многие протесты являются оплачиваемыми. Даже когда арестовали Башкана, очень многие думали, что да, люди соберутся, будут активно участвовать. Но один из оппозиционных политиков в Кишиневе, не то, что там представитель действующей да, власти, а оппозиционный политик сказал, что гагаузы не поднимутся, потому что если гагаузы в 90-е годы поднимались за идеи, то сейчас собираются за деньги. Люди говорят, что наша молодежь не верит в автономию. У нас, к большому сожалению, немножечко неправильное отношение к статусу автономии. Очень многие, к сожалению, не воспринимают Гагаузию как автономное территориальное образование. Кто-то добросовестно заблуждается и считает, что Гагаузия, точнее, является государством в государстве. Кто-то рассматривает Гагаузию как район или рядовую административно-территориальную единицу. А вот что касается отношения к Гагаузии как автономии, мало людей, естественно, вот эти вещи понимают, и мало людей об этом говорят. А чем это чревато для нас, если мы, проживающие здесь, начиная от политиков и заканчивая рядовыми гражданами, не до конца правильно понимаем или знаем, что значит автономия? Да, вот что касается сепаратистских вот этих настроений, у нас сепаратизм является уголовно-правовым деянием и уголовно наказуемо. Такие настроения, к большому сожалению, тоже есть, когда некоторые рассматривают автономию как государство в государстве. Те люди, которые не относятся к автономии как к автономии, а просто рядовой административной территориальной единицы, не понимают, что некоторые вопросы, связанные со спецификой, особенностью, допустим, этого региона, они будут болезненными в любом случае. Автономия нужна для чего? Чтобы было понятно всем. Не в обиду будет сказано, политика умеренного национализма есть везде. Во всех странах Германии это официальная политика. Поэтому автономия нужна для того, чтобы гагаузы сохранили свой язык, сохранили свою историю, чтобы не переписывали и не гадали, там гагаузы это болгары, которые отуречены, либо гагаузы это турки и так далее. Для того, чтобы мы имели, так скажем, сохранили и развивали свои традиции, обычаи и так далее. То есть это важный аспект. Но то, что вы сейчас говорите, наверняка комментарии появятся под нашим видео. Вы описали только культурную составляющую автономии. Вам могут сказать о том, что на первом плане должна быть экономическая составляющая, политические аспекты. А потом уже язык и все то, о чем говорили вы. Вот в экономическом плане, если когда-то в Гагаузии будут цены на хлеб, на другие продукты существенно будут разниться от тех же самых цен, которые в Чимишле, в Кишиневе и так далее, вот тогда я могу сказать, что в экономическом плане Гагаузия может обладать самостоятельностью и так далее.
В экономическом плане, если в Кишиневе суббота, то и здесь, в Камрате, суббота, да, в экономическом плане. Что касается политических аспектов... В календарном тоже. Да, в календарном тоже. Что касается политических аспектов, гагаузы имеют возможность избирать своего башкана, сами имеют возможность, но при этом не всегда пользуются этой возможностью. Гагаузы выбирают и должны выбирать из своих же представителей тех же самых депутатов. Да? Гагаузы должны и могут избирать своих мэров, советников и так далее, вот в политическом плане. Имеют возможность принимать местные законы, в этом плане есть возможности, самое главное, чтобы было желание. Тогда вопрос, почему же, особенно последние 20 лет, в гагаузской автономии, кто бы ни был у власти, больше говорят о том, что у нас отобрали полномочия, не дают полномочия, но не говорят о других вещах, об экономическом росте, не говорят о языке, о продвижении, о утверждении нашей самоидентичности, о безопасности для нашей самоидентичности, не говорят об этом. Вот, к большому сожалению, очень часто акцентируют внимание на какие-то привилегии, на какие-то возможности, но при этом мало кто понимает, что все-таки власть – это всего лишь ответственность. Всего лишь? Да, это всего лишь ответственность, это бремя ответственности. Это не просто привилегии. А корона? Ну, кто-то считает, что многие приходят во власть, потому что там привилегии, но что касается власти в АТО Гагаузии, это бремя ответственности. И в первую очередь должны решать вопросы социально-культурного характера. Если есть возможности в экономическом плане где-то что-то построить, в этом плане могут построить, никто не запрещает. А вот что касается соответствующих политических вопросов и правовых вопросов, в Республике Молдова действует принцип единства правового поля, принцип единства экономического пространства. И кроме того, мы не должны забывать, что самая первая статья Конституции Республики Молдова говорит о том, что Молдова – это унитарное, неделимое государство. Статья 109 Конституции Республики Молдова говорит о том, что принципы автономии не должны нарушать принципы унитарного характера государства. Почему тогда в Гагаузии мы слышим голоса, простите, пожалуйста, Елена Федоровна, мы слышим голоса людей, которые сидят в кабинетах публичной власти региональной, я сейчас говорю о бесполкоме, о Народном собрании, где есть призывы к тому, что если вы, Кишинев, что-то не сделаете, мы что-то можем сделать в Гагаузии. Мы хотим по-другому. То есть это какие настроения? Сепаратистские, что ли? Что касается вот этих настроений, понятное дело, что в Гагаузии имеет место внешнее управление. Понятное дело, что определенные заявления делаются, так скажем, не исходя из собственных определенных мнений. Вот что касается таких заявлений, буквально 2 года назад в Уголовном кодексе Республики Молдова появилась 340-я со значком 1 статья, где предусматривается уголовная ответственность не только за сепаратизм, но и за подстрекательство. А есть элементы подстрекательства сейчас, на ваш взгляд, как на взгляд юриста из автономии? Если давать неофициальную оценку, я не отношусь ни к прокуратуре, ни к судам и так далее, чисто вот с точки зрения закона, да, то действия некоторых общественных, в том числе известных общественных деятелей, подпадают под статью Уголовного кодекса. Вот так? Да. Но митинговых протестов становится больше и больше. Мы тут хотели бы, ну, чтобы закрепить, да, мысли и слова, которые мы здесь произносим тоже, да, мы говорим о том, что люди считают, что Башкан, люди считают, что Башкана незаконно арестовали, незаконно содержат под домашним арестом и так далее. А давайте посмотрим одно видео, таких очень много сейчас в социальных сетях, кто-то их намеренно делает. Я не буду произносить, как называются те СМИ, которые это делают, потому что уважаемыми эти СМИ в Гагаузии уже называть нельзя, и уважающие себя люди эти СМИ уже и не слушают, и не смотрят, но микрофоны передают в руки или прикладывают к устам стариков, людей пожилого возраста и молодых. И вот что говорят. Вот мы хотим одно видео с вами обсудить. Давайте вместе посмотрим. Мы сегодня, наше село собралось сюда, потому что они арестовали беззаконно нашего Башкана. Это молодая женщина. Для нас очень много сделала. Очень. Она и в России была. Я пенсию получаю 2,5. Вот у меня какие обуви. Не остается денег ни на что. Вот что сделало правительство Молдовы.
Мы бы очень хотели, чтобы они опомнились и отпустили нашего Башкана. Я думаю, что эта пожилая женщина не сама нашла возможность высказаться и сказать об этом. Нашлись люди, которые помогли ей высказать эту мысль, может быть, даже и подсказывали, что говорить. Как вы смотрите на использование человека, вот пожилого человека, для того, чтобы какие-то месседжи кому-то передавать с точки зрения юридической? Да, и надо подчеркнуть, что человек говорит: я как женщина, мне жаль Башкана. Но я думаю, что всем женщинам жаль Башкана. И я в кругу тех людей, с кем я общаюсь в автономии, я всегда говорила с самого первого дня не то что избрание, но выдвижение этого человека, Евгения Гуцул, на должность Башкана. Я говорила, что мне очень жаль эту женщину. Возможно, она прекрасна, невозможно, а, наверное, она прекрасная мама, прекрасный специалист в той профессии, которую она получала. Но Башканом не может претендовать быть человек, у которого за спиной нет вообще никакого опыта работы, который не понимает, что такое эта структура и не знает, с кем она будет работать. Она пришла только потому, что ее сюда привели, и это было однозначно. Понятно? Еще на выборной кампании. И можно еще один момент. В этих видео очень часто звучат такие слова, что она очень многое сделала для Гагаузии. Да. Что видите вы, вот это многое, что в себя включает, с вашей точки зрения? Ну, что понимается под этим очень многим и так далее, в их понимании я не знаю. Но вот что касается последствий, которые мы имеем на сегодняшний день, мы уже ощущаем. И вот эти выплаты за холодный период, если я не ошибаюсь, по сегодняшний день не были выплачены, хотя это бюджетные деньги. Да, частично стали их выплачивать. Но я имею в виду, и самое главное, должны были это сделать своевременно. Да. То есть, да. В ноябре-декабре они... Даже и в январе, феврале, в марте этого года тоже же. Что касается возможностей того же самого Башкана, я думаю, что, учитывая бюджетные возможности, это не такие большие возможности. Если брать во внимание элементы электоральной коррупции, как бы я не считаю, что это много добрых дел, потому что мы потом имеем соответствующие последствия. Вот вместо того, чтобы просить, допустим, 1000 или 2000 лей, да, лучше потребовать у правительства, лучше потребовать у исполнительного комитета, чтобы выполнялись соответствующие законы, которые имеют социальную значимость. Заложили 40 миллионов лей, да, для компенсации выплату. Пускай своевременно выплачивают, пускай компенсируют. Правительство неоднократно выделяло соответствующие компенсации, но это говорили, что якобы это используется для выборов, но тем не менее правительство выполняло это в рамках соответствующих обещаний, программ и так далее. И вот что касается вот этих очень много сделала или очень много сделает и тому подобное, я думаю, что просто где-то добросовестно заблуждаются. То, что есть у всех политиков свои симпатизанты, это вполне нормальное явление. Конечно. Да. И то, что есть много сочувствующих, это тоже вполне нормальное явление. Если честно, я как юрист всегда объясняю и могу объяснить, что все люди, которые вовлекаются в уголовно-правовые отношения, они все претерпевают определенные ограничения, они все претерпевают определенные правовые последствия. Сахар, давление поднимается и у них тоже, и у их родственников, допустим. Человек, который попадает вот в любое уголовно-правовое отношение, всегда имеет соответствующие последствия. И понятное дело, что есть сочувствующие, сопереживающие, и у убийц, у них тоже есть свои сочувствующие, сопереживающие, у террористов есть свои сочувствующие, сопереживающие. Здесь вопрос немножечко в другом. Когда мы говорим о законности, незаконности, есть решение суда. И раскрою вам маленький секрет, у Евгении Александровны есть адвокаты, не самые, так скажем, простые адвокаты. И у нее не один адвокат, а несколько адвокатов. Не все люди, которые вовлекаются в уголовно-правовые отношения, имеют возможность нанять 3 адвокатов. То есть у тех людей, которые получали выплаты и сейчас должны получать штрафы, у них нет такого... Я не думаю, что у них у всех 3 адвоката, да? Поэтому... У них не будет такой возможности. Да, когда мы говорим о уголовно-правовых отношениях, с одной стороны, государство применяет определенные ограничения, с другой стороны, гарантирует право на защиту. Для этого есть адвокаты, которые могут обжаловать все решения, действия, бездействия. И насколько мы замечаем, они проявляют в этом плане активность. Каждое решение первой инстанции всегда обжалуется, да? И апелляционная инстанция также высказывает свою позицию.
Поэтому говорить о незаконности, все вот эти действия, которые осуществляются, они осуществляются в рамках уголовно-процессуального закона, и я не думаю, Переведу разговор чуть в другое русло, но тут, мне кажется, важно понять. Вы когда говорите, что у госпожи Гуцул 3 адвоката, ну или там 4 или 2, неважно, но больше, чем 1, и говорили о том, что есть внешнее управление автономией, то есть внешнее управление и защитой Башкана? Я не знаю, если честно, какими... Ну, внешнее управление, понятно, сидит в Москве, как минимум ШОР. Ну, я не думаю, что ШОР разбирается во всех юридических, так скажем, тонкостях. В этих делах разбираются профессионалы, юристы, это адвокаты. Важно управлять. И найти за деньги можно и юристов, и адвокатов, и всех. Кто оплачивает юридические услуги, я не знаю. Скорее всего, там серьезная сумма. И, скорее всего, бесплатно никто не работает. Я не исключаю, да, что там будет серьезный гонорар. Не только в случае выигрыша, но и в случае проигрыша тоже. Мы говорили с вами о адвокатах Евгения Гуцул, и буквально на днях опять прошло очередное заседание, и на этом заседании адвокаты хотели добиться того, чтобы вот этот домашний арест с Башкана был снят. И есть решение суда, домашний арест не снят, она продолжает находиться под домашним арестом. Но одновременно с этим скоро исполнится 60 дней, как Башкан не выполняет свои обязательства. Какие юридические нормы будут действовать через эти 60 дней? Такая норма есть и в Конституции для президента. В случае невозможности исполнения своих обязанностей более чем 60 дней, естественно, обращается парламент в Конституционный суд для констатации соответствующего факта. Должность объявляется вакантной, это для президента, и объявляются новые выборы. Такую же норму в прошлом году внесли и в уложение Гагаузии. А внесли наши депутаты? Наши Народного депутаты, собрания да, Гагаузии. автором, если я не ошибаюсь, был, в прошлом году. Да, Георгий Георгиевич Лейчу был автором. Такая же норма действует. В случае невозможности исполнения своих обязанностей более чем 60 дней имеет место обращение в судебную инстанцию за констатацией соответствующего факта. Должность объявляется вакантной, и в течение 2 месяцев организовываются новые выборы. Народное собрание. А если Народное собрание не обратится в силу того, что большинство, которое есть в Народном собрании, оно Если Народное собрание не обратится, то, естественно, этот механизм дальше двигаться не будет. Кто-то другой может обратиться или только из числа депутатов Народного собрания Гагаузии кто-то может выйти с такой инициативой? И это должен быть председатель или это могут быть рядовые депутаты? Что касается обращения, я думаю, что должно быть принято соответствующее решение большинством голосов. Как-никак есть специальные гарантии, правовые гарантии. Это не простым большинством, не отдельный депутат может обратиться. Другое дело, госканцелярия следит за соблюдением законности и может обратиться в суд, чтобы судебная инстанция обязала издать соответствующий орган, соответствующий акт. Могут использовать и этот механизм. Ну, давайте посмотрим чуть-чуть практически. Мы не очень разбираемся в законодательстве и в законе, о котором вы сейчас говорите, да, но попробуем посмотреть на это как обыватель. Вот есть норма. Если 60 дней не может Башкан исполнять свои обязанности, то срабатывает, вот надо ставить вопрос о том, что признать должность вакантной и объявить выборы. Так? Вот исходя из смысла Почему этого закона... закон не работает, а нужна дополнительная какая-то инициатива депутатов или кого-то? То есть если есть 60 дней указано в законе, норма Судебная закона, инстанция имеет право констатировать соответствующий факт. а судебная инстанция должна констатировать это без участия Народного собрания Гагаузии? Может ли это госканцелярия сама в одностороннем порядке? Вот вправе ли госканцелярия? Я думаю, что у госканцелярии таких правомочий нет. И если госканцелярия самостоятельно обратится, это будет нарушение на самом деле соответствующих прав автономии. Народное собрание, еще раз повторюсь. Это же норма уложения, вы говорите, да? Да. Уложение. Госканцелярия может обратиться в судебную инстанцию, чтобы судебная инстанция обязала Народное собрание издать соответствующий акт. Вот этот момент может присутствовать. А вот что касается обращения госканцелярии в судебную инстанцию, чтобы судебная инстанция констатировала факт невозможности исполнения, это, естественно, будет трактоваться как вмешательство Кишинева во внутренние процессы. Понятно. И не исключено, что будут вопросы у международных структур. А если предположить, что закон, уложение это прописано 60 дней, но депутатский корпус как работал, так и продолжает работать и ожидает возвращения, не знаю, через 3 месяца, через 4 месяца Евгения Гуцул к работе в качестве Башкана. Если я не ошибаюсь, что здесь? Если я не ошибаюсь,
В данном случае могут рассматривать некоторое поведение, в том числе через призму узурпации власти. Тем более Народное собрание Гагаузии не имеет желания назначать выборы в Народное собрание в соответствии с законом в конкретный срок. Если Народное собрание будет узурпировать власть здесь и будет, так скажем, своеобразно контролировать ситуацию и в исполнительном комитете, то к тем же самым представителям Народного собрания, согласно действующего законодательства, коллегиальные органы несут ответственность, и административную, и уголовную. И вот соответствующие представители будут нести ответственность, не исключено, что и в соответствии с уголовным законом. Кто будет это констатировать? Для этого есть прокуратура. Прокуратура страны? Для этого есть прокуратура страны. Да, у нас единая система, судебная система, единая прокуратура. Да. Мы вот видите, тут до сих пор мы говорили очень даже в темпоритме таком, а сейчас над этим вопросом у нас как-то так темпоритм чуть замедлился. И у меня вопрос, темпоритм нашей дискуссии здесь на этом вопросе замедлился, потому что здесь очень много еще непонятного или почему? Нет, здесь все понятно, предельно ясно. То, что касается срока 60 дней, обозначено конкретно в законе. Что касается порядка, это также обозначено в законе, в уложении Гагаузии. Все зависит от поведения. Если не хотят работать представители представительной власти и исполнительной власти, то объясняют, что такое закон, судебная власть, в том числе прокуратура. Прокуратура Молдовы. То есть получается, что, завершая этот вопрос, 25 марта была задержана Башкан автономии, с 25 мая можно считать, что 60 дней прошло, и тут кто-то должен первым на это отреагировать. В частности, Народное собрание Гагаузии. Народное собрание Гагаузии не просто отреагировать. Дело в том, что здесь речь идет не о правовых возможностях, а об обязанностях. Народное собрание не то, что вправе обратиться в судебную инстанцию. Обязано обратиться в судебную инстанцию, для чего указали 60 дней. Не 30 дней, не 10 дней, не 20 дней, допустим. А указали 60 дней, потому что в этих условиях создается институциональный кризис. И для того, чтобы устранить соответствующий институциональный кризис, если в течение 2 месяцев не могут разобраться в этом вопросе, то по истечении этих 2 месяцев соответствующая должность объявляется вакантной, назначаются новые выборы, и дальше уже работа идет. Потому что я как житель автономии, правильно ли я буду ожидать, если я буду ожидать от Георгия Лейчу такой инициативы? Почему? Потому что он был автором этих изменений в уложении Гагаузии, вот этой статьи, о которой мы говорим, о 60 днях отсутствия в должности Башкана. И тогда Георгий Георгиевич Лейчу должен первым заговорить об этом. Я правильно буду ожидать, как житель автономии? Ну, я думаю, что когда он разрабатывал соответствующий проект, он хорошо изучил вопрос и прекрасно понимал, для чего устанавливается вот 60 дней и для чего в дальнейшем объявляется должность вакантной. Это делается не только для Башкана. Это делается даже для президента Республики Молдова. Если президент не в состоянии 60 дней исполнить свои обязанности... Одинаковая норма имеете в виду? Да, вот что касается 60 дней, то эта норма является конституционной. Я не исключаю, что переписали с Конституции Республики Молдова некоторые положения. Но констатирует факт на уровне Республики Молдова невозможности исполнения обязанностей Конституционный суд, на уровне Гагаузии судебная инстанция. Давайте посмотрим видео. Да? Да, я тоже хотела предложить. Мы видим, что когда проводится заседание суда в Кишиневе, в которых ведется дело Гуцул, собираются люди, устраиваются митинги. Давайте посмотрим, у нас есть несколько вопросов к вам по этому видео. Евгения, мы с тобой! Евгения, мы с тобой! Евгения, мы с тобой! Евгения, наш Башкан! 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 Евгения, мы с тобой! Евгения Александровна на сегодняшний момент находится под домашним арестом и приходит только в зал заседания, когда происходит суд. Вот у нас несколько вопросов возникает. Во-первых, почему для Вережану Гуцул ее Башкан? Он житель Гагаузии или житель, может быть, он и прописался в Гагаузии? Это первый вопрос.
Обращаешь внимание на то, что Михаил Влах как будто дирижирует людьми, которые собрались вокруг здания суда. И такое ощущение, что все эти митинги, они не просто стихийные, они очень хорошо организованы вместе с плакатами. Мы не досмотрели это видео до конца, но в конце видео мы видим, что как только Башкан ушла, начинают собираться те, кто там был, очень оперативно собирают эти флаги, плакаты и так далее. Все это собирается для того, чтобы потом выйти, наверное, на следующий раз с этими плакатами. Ну, то есть работа завершена? Да, работа завершена на сегодняшний день. Наверное, будет объявлено о следующем митинге другой день по мере необходимости. Как вы оцениваете вот такого рода митинги, вот эти высказывания, вот эти действия наших местных активистов, аргеевских и других? Что в этом подлинного и что наносного? Я не исключаю, что некоторые деятели из Аргеева воспринимают Гагаузию как филиал Аргеевского района. Я не исключаю тот факт, да, рассматривают Гагаузию так. Ну, судя по тому, что выдвигались на должности. Поэтому говорят, здесь, что да, там жители некоторые, вот жители Аргеева говорят Башкан Евгения Гуцул. Что касается дирижирования со стороны известного общественного деятеля Михаила Влах, может, у него это лучше получается, чем у других. Может быть и такое. Но может, его повысили в статусе, потому что было время, когда кто-то другой руководил. Может быть, да. То, что вот эти митинги и собрания, они организовываются из-за огромные финансовые ресурсы, это и плакаты, это и флаги, это и транспорт, это и соответствующая оплата. Понятное дело, что это дорогостоящее удовольствие. И вот эти отчетно-концертные представления, они не дадут соответствующих позитивных плодов для Гагаузии. Не дадут. То, что сочувствуют, сопереживают, есть симпатизанты, это вполне нормальное явление. И понять, и принять это можно. Да, вопросов нету. Но вот что касается определенных заявлений на этих митингах, и в том числе, когда имеет место оскорбление в адрес представителей власти, поверьте мне, что это потом отражается и, так скажем, на настроениях тех же самых людей. То есть митинги ничего общего не имеют с Гагаузией, ничего общего с народом Гагаузии. Эти митинги имеют определенную политическую цель и для этого и организуются. И предназначены для, так скажем, настроения определенных людей. Для Гагаузии эти митинги не имеют никаких позитивных последствий. Но больше всего за последние 2 года, когда речь идет о митингах в Молдове, о протестах в Молдове, то они больше всего связаны именно с Гагаузией. То есть это же, дескать, гагаузы защищают Башкана в Кишиневе в зале заседаний суда или перед зданием суда. Но мы очень часто видим, что там жителей Гагаузии, возможно, и нет. Потому что вот даже в этом видео на первый ряд людей, это Верижану из Аргеева, которого хотели сделать первым заместителем Башкана, и не удалось тогда, помните, да? Тогда Константинов устроил какую-то игру и в результате заполучил больше себе сторонников в Народном собрании Гагаузии и больше должностей распределил между своими депутатами, не проголосовав за Верижану. Но Верижану остается в этой черте или среде людей, которые все еще говорят и кричат за Гагаузию, не имея никакого отношения к этой автономии. Точно так же, как Шор не имеет никакого отношения к автономии. И иметь не будет, я лично в этом уверена, убеждена. И рядом с ним тоже Вертнянский, по-моему, фамилия, боюсь ошибиться сейчас, да, в материале Зиарл Дегарде об этом человеке говорят как о человеке, который, если на видео будет еще раз показан, говорят о человеке, который участвовал вот в этих проектах, организованных организацией Евразия для молодых людей, которых там обучали тому, как хаос разводить в обществе. Вот посмотрите, кстати, даже видео, вернемся еще этот момент. Но какой-то такой, простите, безусловно, я сочувствую Евгении Гуцул, что в такой ситуации она теперь находится, и очень жаль ее как человека. Но это какой-то прям бенефис. Вот он рядом, Вертнянский, боюсь ошибиться фамилии. То есть это люди, не имеющие никакого отношения к Гагаузии. Конечно, там есть пару человек из Гагаузии, возможно. Есть жители автономии, которых вывозят на эти протесты. Но, то есть Гагаузия стала, как сказать, бунтующим регионом. От чего мы бунтуем-то, собственно говоря? Вот у нас там 60 миллионов будет минус. И это только потому, что мы, жители, не контролируем, как работает власть.
А это минус из наших денег, это деньги налогоплательщиков, это бюджет автономии. Александр Тарнавский уже, по-моему, с начала этого года говорит о возможном крахе бюджета. Вот эта сумма тогда еще не всплыла. Ее еще не было, он уже говорил о том, что крах бюджета, что финансовый коллапс в автономии. Все это мы не замечаем, мы идем, едем, куда нас отвозят, ну, куда тех отвозят людей, кто соглашается на эти протесты. И Гагаузия бунтующая, это в интересах Гагаузии? В первую очередь, наверное, будет справедливо, если мы скажем, что Гагаузию просто используют, и гагаузов в том числе используют. Вы правильно подчеркнули, там не гагаузы возмущаются, и не гагаузы бунтуют, и не гагаузы руководят парадом. А просто используют Гагаузию, используют эту площадку в грязных целях. Гагаузия давно стала площадкой для использования грязных технологий. И я не исключаю, что они будут пользоваться Гагаузией до тех пор, пока не получат более серьезную цель. И я не исключаю, что основная цель – это заполучение мест в парламенте. Понятно, потому что у нас парламентские выборы нас ожидают. Если бы они переживали вот за Гагаузию, в том числе те гагаузы, которые там дирижируют и кричат и так далее, если бы они переживали бы за Гагаузию, то в соответствующих законах предусмотрели бы, и в том числе в законе о бюджете, определенные социальные проекты, переживали бы за наших детей, переживали бы за качество питьевой воды, переживали бы за наш лесной фонд, допустим, да, в Гагаузии по сравнению с другими регионами очень плачевная ситуация. И по мере возможности, естественно, решали бы другие социально значимые вопросы. Одними лозунгами, одними криками, как будто вам пальцы прижали, спасти ситуацию в Гагаузии не получится. И то, что они на сегодняшний день дискредитируют, используя имя Гагаузии, дискредитируют Гагаузию перед не только представителями Кишинева, но и международным сообществом, это факт. Но если мы говорим о международных миссиях, о дипломатах, наверное, мы все с вами помним, как несколько недель назад депутаты Народного собрания Гагаузии во главе с Константиновым были в Кишиневе для того, чтобы встретиться с представителями дипмиссии Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Их не приняли. Как вы оценивали тогда на тот момент действия депутатов Народного собрания, их поход в Кишинев? Насколько это юридически и, наверное, по отношению к дипломатическим миссиям правильный шаг? Но их не приняли, потому что их и не приглашали, собственно. Ну вот, я хочу, чтобы вот я думаю, что вы имели возможность, да, присутствовать на встрече с послами, там, консулами и так далее. Если я не ошибаюсь, территория консульства и посольства – это не проходной двор. Но они это тоже знают, депутаты, я полагаю. Да. Есть соответствующие протокола. В дипломатических и в консульских сношениях есть определенные правила. И нельзя вот в любое время, да, утром проснулся, захотелось там поехать в посольство Америки или посольство там Турции или так далее, поехать в Кишинев и просто стучаться и так далее. Тот же самый посол, но он они не сидит, предупредили, мы приедем. Нет, есть, я еще раз повторюсь, соответствующие протокола и есть соответствующее поведение. И я думаю, что, может быть, кто-то потерял диппаспорт, но должен был быть проконсультирован в этой части. И на сегодняшний день как бы те же самые послы и те же самые консулы, когда делают определенные справедливые замечания в адрес наших представителей, и когда они не слышат их, естественно, в дальнейшем соответствующая реакция и с их стороны. То есть какой привет, такого ответа. Да, а насколько оправданно, чтобы гагаузские парламентарии обращались в дипмиссии Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки? Вот насколько оправданно? Мы многое не признаем, не принимаем Гагаузия, но вот у нас возник вопрос, мы обращаемся в эти дипломатические миссии. Что касается механизма защиты Гагаузии, есть внутригосударственный механизм. То же самое Народное собрание Гагаузии вправе обратиться с законодательной инициативой в парламент. Могут обратиться в Конституционный суд, если считают, что были нарушены и так далее. Обычно имеет место обращение в соответствующие международные структуры в том случае, если исчерпаны внутригосударственные механизмы защиты. А мы не используем соответствующие возможности. Но когда они выезжали в Кишинев, депутаты, Константинов сказал, мы просто хотели поговорить. Просто поговорить. Вот, просто поговорить они могут, но для этого тоже есть соответствующие протоколы. Ясно. Вы знаете, мы хотели бы еще одно видео сейчас, если может режиссер нам выдать на экран. Майя Санду была с визитом в Гагаузии, она посещала Этулийский винзавод. И вот снова же... Она здесь вот делится, да, она делится тем,
той информации, что за последние годы 150 миллионов евро было вложено в развитие юга Молдовы. Она рассказывает о тех проектах, которые были здесь именно реализованы. Да, именно о Гагаузии и какие проекты здесь были реализованы, насколько эти проекты позволяют улучшить жизнь населения нашего региона. Вот мы видим здесь на этом видео. Строящиеся дороги, то есть это к порту Джужулешт. Ну и встреча на винзаводе была. И, в общем, знаете, мы о чем хотели вас спросить. Вот это же рядовое событие, когда президент страны может поехать. Ну, президент страны, понятное дело, что не все голосовали за этого президента. Точно так же, как не все голосовали за Башкана Евгению Гуцул, но там половина какого-то села не стояла же у дороги, не впустила Башкана Евгению Гуцул в село, потому что они не голосовали за нее. То есть суд признал полномочия, мандат Евгении Гуцул, и в каждое село Евгения Гуцул могла заезжать как Башкан и интересоваться жизнью автономии, участвовать, встречаться с людьми. То же самое, на наш взгляд, делает президент страны, даже если Гагаузия не голосовала за этого президента. Но почему-то и тут бунты, и вот к чему это? Когда протесты на любой визит, вернее, визит любого чиновника, правительственного, либо самого президента, в Гагаузии встречается вот этими протестами. Что мы этим хотим сказать Кишиневу, либо людям, которые управляют страной? Ну, во-первых, хотим отметить, что Гагаузия является составной и неотъемлемой частью Республики Молдова. Президент имеет право посещать любой регион, любой населенный пункт. Гагаузия – это не государство в государстве. И вот эти действия являются антиконституционными. Нет, протестовать могут люди, если люди даже имеют право, они имеют что сказать президенту? Люди имеют право выступить, люди имеют право высказаться, вопросов нету. Но если понаблюдать, так скажем, все те митинги и собрания, которые происходили на территории Гагаузии, они направлены не на обсуждение идей либо проблем, они направлены на обсуждение президента, главы государства. Вот в этих ситуациях. Либо если приезжает министр, там, председатель парламента, мы не обсуждаем с ними идеи, мы обсуждаем, точнее не мы, а вот эти общественные деятели обсуждают именно людей. Есть такое золотое правило: высокие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают проблемы, низкие умы обсуждают людей. Вот они этими занимаются, что обсуждают людей. Вы знаете, когда мы готовились к передаче и вот этот вопрос тоже обсуждали, ну, хочешь или не хочешь, приходишь к выводу, что сейчас вот эта власть, Гуцул, Шор, они практически же ничего не реализовали за эти 2 года в автономии. А вот эти митинги, приезжает президент, ей есть о чем сказать. 150 миллионов лев за последние годы в развитии Гагаузии. Если дать эту возможность людям услышать, люди станут думать о том, что да, действительно очень многое благодаря правительству, благодаря президенту страны в автономии делается, осуществляется. А когда проводятся такие митинги, они как бы сбивают точку и угол зрения с вопросов, с проблем на сам митинг. И где-то умалчивается, замалчивается то, что в Гагаузии самой власти, нынешние, обещавшие горы золотые, сулившие нам прекрасное будущее, 500 миллионов, не сделали-то ничего. И, наверное, жители нашей автономии не видят, что эти митинги – это просто прикрытие бездействия нынешних властей. Да, но с одной стороны, да, ширма – прикрыть свое бездействие, с другой стороны, ширма – не показать, что делает сегодня государство, Республика Молдова для нашего региона, для Гагаузии. И в целом для страны, наверное. Что вы можете сказать? Да, на самом деле, что касается инвестиционной деятельности, что касается ресурсов, так скажем, из республиканского бюджета, ежегодно затрачиваются огромные ресурсы. Элементарно Камрадский государственный университет получает из центрального бюджета на содержание Камрадского университета более 20 миллионов лей. Ежегодно? Ежегодно, да, ежегодно. Только Камрадский госуниверситет. Что касается сел, что касается примарий, что касается в целом Гагаузии. Ну, потому что мы в одной стране. Что да, чтобы было понятно, да, если акцентировать внимание на все финансовые возможности, на все ресурсы, это больше, чем миллиарды лей. Но мы в одной стране, страна должна тратиться и на университет. Что касается возможностей Гагаузии, это всего лишь 400, если я не ошибаюсь, миллионов лей, если я не ошибаюсь.
И вот, что касается даже бюджетных региональных возможностей, основной компонент из государственного бюджета. Ну да. Поэтому, если собрать все финансовые ресурсы, которые аккумулированы из республиканского бюджета, в бюджете Гагаузии, в бюджете соответствующих учреждений, то это будут миллиарды лей ежегодно. Поэтому, когда мы имеем желание испортить соответствующие отношения, мы должны думать о последствиях. Гагаузия не сможет самостоятельно просуществовать и неделю. Смотрите, есть очень много людей. Я недавно видела ролик Петра Михайловича Пашалы, видео, который говорит о том, что Гагаузия самодостаточна, хотя я слышу все 30 лет, что Гагаузия самодостаточна от разных политиков в разные периоды правления, разных башканов, и еще никто не доказал каким-то примером, что да, Гагаузия самодостаточна, потому что нам не нужны никакие деньги, ни европейские, ни западные, ни Сороса, ни USAID, никакие абсолютно. Мы в состоянии сами развиваться, потому что мы так грамотно и умно построили свою экономику, мы знаем, как строить дороги лучше, чем это для нас делает Кишинев на европейские деньги. Вот этого нет, а говорить о том, что мы экономически самодостаточны, приводить какие-то примеры, но примеры можно математически приводить, а на деле за 30 лет можно было доказать, что мы экономически самостоятельны и самодостаточны. А мой вопрос был вот к чему. Мы сейчас говорим о том, что мало что делается, либо ничего не делается, зато ярче всего и активнее всего Гагаузия продвинулась в организации этих протестов. Я не хочу считать, что она продвинулась, потому что для меня это стыд и позор. Почему? Потому что любой протест должен завершаться тем, что мы конкретно что-то потребовали, нас услышали, но люди требуют что-то, написанное на плакатах, о содержании которых они сами не знают. Те люди, которые держат даже эти плакаты. И вот, подводя какой-то итог и по времени нашего выпуска, я, вы знаете, сегодня утром прочитала Владимир Чимпаеш, ваш односельчанин, да. И одновременно юрист, коллега, адвокат, да. коллега, написал такой пост, который мне показался очень важным и, может быть, подходящим вот сейчас. Будни исполкома Гагаузии, поскольку мы говорили о власти в автономии. 22 мая – участие в праздновании храма села Баурчи, Кангашик, Кирит-Лунги. 22 мая – участие в поздравлении школьников в ресторане. 23 мая – празднование Дня работника культуры опять в ресторане. Кто-то помнит участие членов исполкома Гагаузии в открытии нового предприятия в автономии? Сплошные праздники, поздравления, грамоты, награждения, рестораны. Работать некогда. И так все отлично. Жизнь удалась. Правда, только у руководства Гагаузии. Между прочим, эти банкеты, машины, топливо, аренда ресторанов и банкеты, фуршеты за наш счет. Все это наши налоги. И не стоит удивляться, почему люди спрашивают, нужна ли нам такая автономия. Самое интересное, что в этом очень много правды. Власть живет своей жизнью, люди живут своей жизнью, радуясь тому, что им передают через Промсвязьбанк какие-то деньги. Власть в Кишиневе говорит, что эти деньги незаконные. Сами жители говорят, что это законно. Нам перечисляли, мы получали. Народное собрание Гагаузии утвердило эти выплаты. Утвердило это соглашение, да, которые, дескать, там подписали господин Константинов и госпожа Гуцул, а Александр Тарнавский на заседании прям таки говорил, что это незаконно. И судебная инстанция отменила. И судебная инстанция отменила это решение. То есть теперь конечными отвечать за то, что вы эти деньги взяли, остаются люди, а решение принимали Константинов и Гуцул. Они отойдут в сторонку, на них ответственности не будет. Отвечать будет каждый гражданин. Власть автономии живет вот такой жизнью, как описал, мне кажется, очень хорошо Владимир Чимпаеш сегодня утром. А люди в ожидании. Чего нам ждать? Есть у вас ответ на этот вопрос? И что нужно делать жителям автономии? Вы правильно подчеркнули, что люди живут в условиях ожиданий. На самом деле не требуют от представителей региональной власти, в том числе от местных властей. И вот наши люди пока не будут осознавать, что общественный контроль – это самый важный институт и инструмент в демократическом обществе и государстве. Пока люди не будут осознавать и понимать, что все финансовые ресурсы, которые аккумулированы в бюджетах, это народные деньги, и люди должны знать не только, как они распределяются, но и как используются. Пока люди не будут требовать от депутатов Народного собрания социально значимых законов, ситуация у нас не поменяется. А если мы будем ждать, что кто-то извне, даже извне Республики Молдова, наведет порядок на территории Гагаузии, этого никогда не будет.
пока мы сами, гагаузы, не наведем порядок здесь, на территории Гагаузии, другого порядка здесь не будет. А мы способны на это, как вы думаете? Мы, Я считаю, что человеческие ресурсы есть, я считаю, что умственные возможности тоже есть. Самое главное, чтобы мы аккумулировались в рамках одной общей идеи, к примеру, идея общего блага, да? И вот в этих условиях, когда будет порядок в каждом доме, в каждой улице, в каждом селе, в каждом городе, вот тогда будет порядок и в Гагаузии. Защита Гагаузии, я считаю, что это дело каждого гражданина, который проживает на этой территории. Хорошие слова. Да, очень хорошие. Можно это... К этому надо стремиться. Вот давайте это и сделаем таким завершающим призывом ко всем гражданам, ко всем зрителям, собственно говоря, в первую очередь, которые смотрели сегодня нашу дискуссию, друзья. Мы можем все, если мы хотим быть ответственными гражданами. В нашей студии сегодня был Игорь Янак, доктор права, преподаватель Камрадского госуниверситета. Мы, Елена Карамит и Катерина Жекова, говорим вам спасибо. Друзья, ну и не забывайте, конечно, поставьте лайк, если эта дискуссия вам понравилась. Поделитесь с друзьями, ищите нас в социальных сетях и, безусловно, если не подписались, вы можете это сделать прямо сейчас. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.